Главные события четверга, 7 декабря, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Оно вступит в силу с момента официального публикования. В Якутии продолжаются тренировки бойцов-операторов по управлению беспилотными летательными аппаратами. Обучение ведется под надзором опытных специалистов. Статистика по ОРВИ и гриппу в Якутии продолжает идти вверх. Расскажем, как обстоят дела с заболеваемостью в Ленске и Нерюнгре. Праздник тех, кто объединяет людей из разных уголков всего мира. Сегодня в России отмечается День гражданской авиации. В Якутске состоится вечер по профессиональному боксу «Вызов Севера» с участием якутских и зарубежных бойцов. В программе всего заявлено 8 бескомпромиссных поединков. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление принял Совет Федерации на заседании. Назначение выборов президента Российской Федерации в соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации является исключительным полномочием Совета Федерации, объяснял ранее первый зампред Конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев. С момента вступления постановления в силу, то есть со дня официального опубликования, фактически дается старт избирательной кампании, подчеркнул Полетаев. Решение о проведении многодневного голосования на выборах президента при этом принимает ЦИК Российской Федерации. Ставится на голосование постановление Совета Федерации о назначении выборов президента Российской Федерации в целом. Документ номер 750. Идет голосование. Прошу, коллеги, голосовать. Документ номер 750. Коллеги, решение принято единогласно. Привлечь инвестиции, развивать науку и бизнес, повышать уровень комфортной жизни в Арктике. Эти и другие направления обсуждают участники 13-го международного форума «Арктика. Настоящее и будущее». На протяжении 2 дней в Санкт-Петербурге пройдут заседания, круглые столы, дискуссии и презентация последних достижений техники. На форуме работает и моя коллега Айсена Бурнашова. Айсена, приветствую. Расскажи, какие темы затронули на форуме. Петя, я тебя тоже приветствую. Действительно, сегодня мы работаем в Санкт-Петербурге, где стартовал международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». И сегодня, конечно, прошло уже официально большое пленарное заседание форума. К нам в прямой эфир врывается символ Арктики. Привет-привет. Получается, что прямой эфир ведем уже не просто Айсена Бурнашова, но и Белый медведь. Ну что ж, пленарное заседание у нас завершилось. На нем выступили представители коренных малочисленных народов Крайнего Севера, представители бизнеса, власти и, конечно, науки. И они ответили, пожалуй, на самый главный вопрос. Какие же все-таки подходы сейчас применяются к развитию Арктики и что проделано за последние 5 лет? И нужно сказать, что за последние 5 лет Якутия движется достаточно уверенно в части, прежде всего, тех направлений, которые работают в Арктике. Это и развитие системы энергетики, интернета, дороги. Ни один из арктических улусов не обошелся без строительства комфортного жилья по программе, по национальному проекту «Комфортное обеспечение жилья». Устроим больницы, детские сады. Такого подъема и вообще такого внимания к Арктике за последние 5 лет не было. То, что мы не просто локомотив, а то, что прям такое взрывное, по сути дела, внимание к Арктике, это действительно так и есть. Всего на форуме работает около 2000 экспертов. На площадке форума работает также большая представительная делегация из нашей республики. Они здесь, кстати, выступают в качестве лидеров арктических инициатив, и на самом деле так и есть. И вот сегодня, в течение дня после пленарного заседания, заработает еще как минимум 30 панельных сессий. Будут они работать одновременно. И вот, дополняя предыдущее интервью, хочется отметить, что в нашей республике действительно строятся социальные объекты.
Это школы, детские сады, объекты здравоохранения. Буквально неделю назад в Тиксе открыли торгово-логистический центр со своим овощехранилищем. При этом интересы северян лоббируются и на законодательном уровне. Так, например, последний из 75 принятых законов об Арктике посвящен северному завозу. Закон будет вступать в действие только с 2024 года, и мы уже обсуждаем моменты, когда в 2025 году из федерального бюджета будут заложены средства по этой федеральной программе, в том числе бюджетное кредитование, в том числе и бюджетные гарантии операторам, которые будут заниматься северным завозом. Форум продлится 2 дня. Сегодня, напомню, стартовал лишь первый день. Ну а завтра будет уже принята резолюция. Это официальный документ. Туда войдут все предложения и инициативы каждого участника. Затем документ направят уже в Госдуму. И этот документ повлияет на будущие законы, посвященные Арктике. Коллеги, передаю вам слово. Ну что ж, будем с нетерпением ждать перемен в Арктике. Уверен, они обязательно наступят. Напомню, на прямой связи со студией Санкт-Петербурга была моя коллега Айсена Бурнашова. Ну а мы идем далее. В Ленском районе растет заболеваемость ОРВИ. На данный момент выявлено более 700 случаев, что выше эпидпорога в 2,5 раза. Также фиксируют 8 случаев гриппа, 5 парагриппа, риновирусной инфекции, 4 случая и по одному заражению бока вирусом, аденовирусом и коклюшем. Кроме того, выявлено 14 больных коронавирусом, большая часть из которых легкого течения. Высокая заболеваемость отмечается во всех возрастных группах, но больше всего болеют дети от 3 до 6 лет и подростки от 15 до 18. Причины – низкий уровень вакцинации против гриппа. Часть учебных заведений перевели классы на дистанционное обучение. Цифры, которые нам регулярно выдает Роспотребнадзор, на самом деле они не очень утешительные, потому что подъем есть, подъем идет в детских возрастных группах. И отмечается как раз, что заболевают те дети, кто у нас не привиты против гриппа. Сейчас у нас в связи с подъемом заболевания мы закрыли здоровые приемы, то есть здоровых детей, малышей мы на приемы сейчас не приглашаем. Соответственно, вакцинация у нас приостановлена. В целом, по данным Роспотребнадзора, по Якутии в республике эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в 2,8 раз. При этом высокая заболеваемость зафиксирована во всех возрастных группах. Об эпидобстановке в Нерюнгринском районе в материале наших коллег. На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Нерюнгринского района остается напряженной. Прошедшая неделя охарактеризовалась приростом заболеваемости в 2 раза. По сравнению с предыдущей неделей в абсолютных цифрах от 800 до почти 1500 человек заболевших за прошедшую неделю. Причем более 80% от всех заболевших – это детское население, более 1200 человек составляют как раз дети. Причем основная масса от заболевших – это, конечно, возрастная категория от 7 до 14 лет и детские контингенты в школах, в начальное и в среднее звено, они наиболее у нас активно участвуют в эпидпроцессе. Учитывая обстоятельства, на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии было принято решение о временном прекращении деятельности учреждений дополнительного образования. Также одной из мер по сдерживанию распространения инфекций стал перевод на дистанционное обучение с 29 ноября школьников с 5 по 8 классы, а с 5 декабря учащихся с 1 по 4 классы. Уроки проходят с применением платформы «Сферум». Все учителя обеспечены средствами электронными, ноутбуками, компьютерами. Уроки проводятся в учебных кабинетах. Дети у нас тоже оснащены электронными средствами обучения. 2 семьи у нас нуждалось в электронных средствах. Мы им выдали ноутбуки. Уроки проводятся согласно расписанию и нормам Санпин. 1 и 2 классы учебные занятия с применением электронных средств обучения проводятся по 20 минут. 3 и 4 – 25 минут. И 5 и 8 – не более 30 минут. Также на территории Нерюнгринского района вводится ряд ограничительных мер при проведении массовых мероприятий. Это масочный режим, использование бактерицидных облучателей и обязательная дезинфекция. Ну а массовые мероприятия с участием детей до особого распоряжения Роспотребнадзора и вовсе отменены. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
В Якутии органам власти и муниципалитетам рекомендовали не проводить новогодние корпоративы. Как сообщил руководитель администрации, главы и правительства региона Георгий Михайлов, некоторые муниципалитеты уже решили не проводить большие новогодние мероприятия с праздничным салютом. При этом традиционно пройдут новогодние утренники для детей. Напомню, в прошлом году в администрации главы и правительства Якутии также отказались от проведения новогоднего корпоратива. В Якутске продолжаются ежедневные тренировки бойцов-операторов управлению беспилотным летательным аппаратом. Обучение проводится для военнослужащих, недавно подписавших контракт с Министерством обороны. Сегодня тренировку посетил постоянный представитель Якутии при президенте Российской Федерации Андрей Федотов. Отмечу, что обучение проводится под руководством бойцов, побывавших в зоне специальной военной операции. Сама идея образования первого на Дальнем Востоке подразделения была разработана в мае 2023 года. Батальон входит в состав инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Здесь идет подготовка наших бойцов. Подготовку проходят они очень обширную. Есть все уровни освоения тактики, медицины, применение специального оборудования. У нас формируется целое подразделение в Якутске. Впервые по схеме подготовки отдельного специального подразделения для вооруженных сил. В рамках проекта «Диалог на равных» состоялась встреча студентов-активистов СВФУ с гостями из Донецкой Народной Республики и Москвы. В ходе встречи студентам рассказали о том, что такое фашизм, а также о специальной военной операции на равных. Основное направление антифашистской деятельности – это просветительская деятельность, консолидация общества и народа для понимания тех процессов, в котором находится весь мир в целом. Отмечу, встреча прошла в рамках первого антифашистского регионального форума. Когда заезжаю в Кировское, я с большой благодарностью вспоминаю великий народ Саха. Потому что вы помогаете нам строить мирную жизнь. А нашим женщинам и нашим детям это гораздо важнее, чем даже то, что вы помогаете нам на линии фронта, потому что мы соскучились за мирной жизнью. И то, что вы рядом с нами, для нас это большая честь. Для нас это гордость, и мы очень вам благодарны за это. Также в Северо-Восточном федеральном университете на базе юридического факультета проходит научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам частного права. Приурочена она к 30-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации. Сама конференция проводится совместно с Институтом государства и права Российской академии наук. На ней будет рассмотрен ряд важных вопросов, которые сегодня стоят перед юриспруденцией в плане социально-экономического развития республики и других регионов Российской Федерации. Пройдет обмен опытом между разными юридическими школами и будут выработаны рекомендации по совершенствованию права регулирования экономической деятельности в Российской Федерации. Вопросов очень много, они разнообразны, касаются вообще развития северных территорий. Это и социально-экономическое развитие, где требуется специальное, видимо, соглашение между государством и субъектами хозяйственной деятельности. Их порядок, особый порядок заключения, исполнения, который позволил бы повысить уровень благосостояния населения, которое проживает на этой территории. Есть вопросы корпоративного права, который связан с функционированием коммерческих организаций на территории Республики Саха. Ну и другие важные вопросы частного права, которые, конечно, будут подняты в рамках этой конференции. Творческий конкурс для начинающих специалистов медиасферы «Медиахакатон» при поддержке Алроса начал свою работу на базе образовательного центра «Креосфера» в Якутске. Мероприятие собрало более 40 творческих школьников от 14 до 18 лет. Подробности в материале Тимура Колмогорова. Медиахакатон – это соревнование начинающих специалистов медиасферы, где подростки сообща работают над решением какой-либо творческой задачи и созданием медиапродукта в кратчайшие сроки. Проект реализован за счет средств Алроса и организован парком будущих поколений совместно с Международной школой креативных навыков «Медиашкола» при поддержке целевого фонда будущих поколений Республики. С 2021 года совместно с нашим партнером акционерной компанией «Алроса» мы начали реализацию проекта «Парк будущих поколений». Первым направлением идет строительство самого парка будущих поколений, и вторым направлением мы для создания сообщества
молодежи начали реализацию образовательных программ. В течение 4 дней 48 подростков со всей республики пройдут мастер-классы специалистов медиасферы по 3 основным направлениям – продюсирование, видео и дизайн. Сформированные на месте 12 команд разработают видеопроекты по открытым заданиям от коммерческих и бюджетных организаций. Мы набрали 48 подростков с 14 по 18 лет, и они разделились на 12 команд и будут решать кейсы, точнее творческие задачи от различных организаций. В команде у них 2 оператора, 1 дизайнер и монтажер. И в конце, на 4-й день, они должны защитить свои медиапроекты. Результат – это творческий медиапроект, видеопроект. Для участия в конкурсе желающие отправили заявку с приложением своего портфолио. Это могли быть как наработки в сфере медиа, так и полноценные работы с других медиа-мероприятий. У нас в своей школе есть медиашкола. Мы там снимаем видеоролики, видеорепортажи снимаем. Я, кстати, участвовал в «Киномании». Это тоже такая образовательная программа от наших организаторов «Парк будущих поколений». Им очень большая благодарность за то, что они организовывают такие крутые мероприятия, развивают нашу молодежь. Защита медиапроектов пройдет 10 декабря. Лучшие работы будут награждены на торжественном закрытии медиахакатона. Общий же призовой фонд данного мероприятия составляет 100 тысяч рублей. Власий Сергеев, Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Сегодня в России отмечается День гражданской авиации. Для нашей республики авиация является одним из главных путей сообщения с другими регионами страны. Авиация – это не только летный отряд и служба бортпроводников. Ежедневно тысячи сотрудников наземных служб и работников аэропортов приходят на смену, чтобы обеспечить комфортный и безопасный перелет. Многие при этом, выбирая работу в авиации, делают свой выбор один раз и на всю жизнь. Продолжит тему Александр Хавренко. Надежда Лебедкина, еще учась в школе, пришла на экскурсию в аэропорт и, едва переступив порог вокзала, поняла, что хочет тут работать. После школы поступила в авиационное училище, и уже 5 лет ее жизнь связана с авиацией. Работа у нее очень ответственная. Надежда – сотрудник службы безопасности. Первый, кого видит, заходя пассажир в аэропорт, это сотрудник службы авиационной безопасности. И от того, как поведет себя сотрудник службы авиационной безопасности, от этого зависит дальнейшее настроение всего полета. Поэтому мы с пассажирами ведем себя доброжелательно, старательно, внимательно и всегда держим улыбку. Служба организации пассажирских перевозок занимается регистрацией пассажиров и оформлением багажа, провожает пассажиров на посадку и встречает их при приземлении. В среднем у нас за день вылетает 30 рейсов, столько же прилетает. В службе у нас в смену выходит ориентировочно 15 агентов. По итогам 11 месяцев в аэропорту Якутск было обслужено 900 тысяч пассажиров, а по итогам года планируется 967 тысяч пассажиров. Также мы в следующем году планируем перейти миллионный рубеж по пассажиропотоку. Комфортные и безопасные перелеты возможны при слаженной работе сотен сотрудников аэропорта, наземных служб аэродрома и летного состава. И каждый из них, безусловно, любит свою работу и уважает пассажиров, то есть нас с вами. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Академия наук Якутии отмечает свое 30-летие. Она создана указом первого президента республики Михаила Николаева. Главной задачей при создании высшей научной организации региона стала интеграция потенциала якутской науки для решения насущных задач, определенных в соответствии с потребностями республики. Сегодня в перечне важных вопросов расширение научного потенциала, диверсификация усилий фундаментальных и прикладных исследований с вузовской отраслевой наукой, интеграция с российскими академическими сообществами. В тройном тандеме мы создали электронный портал энциклопедии Якутии, который включает в себя пока первый том. Это статьи на буквы А, Б, В. И в данный момент уже доступно для населения республики. Там содержится 60 подразделов по разным направлениям отрасли науки и различных сфер социального развития экономики Якутии.
Работы будут продолжаться в течение нескольких лет, потому что предполагается составление 4 томов. Атмосфера – уникальный жилой комплекс в Якутске. Он сочетает в себе удобную планировку, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Сдача в эксплуатацию объекта планируется на второй квартал 2025 года. Подробнее в следующем материале. Жилой комплекс «Атмосфера» расположен в 112-м квартале по Вилюйскому тракту на 5-м километре в экологически чистом районе города Якутска. Он состоит из 3 высотных 16-этажных зданий, 2 из которых комфорт-класса и 1 бизнес-класса. Жилой комплекс «Атмосфера» является одним из самых крупных на Дальневосточном федеральном округе и самым крупным в городе Якутске, который включает в себя превышающую нормативы территорию благоустройства, фитнес-зал общего пользования, воркаут-зону для жителей жилого комплекса, гаражный комплекс с теплыми автостоянками и огромную парковочную зону для жителей ЖК. Для каждого человека разной возрастной категории выделена своя зона. Для детей – большой игровой комплекс. Для молодежи и родителей организованы отдельные места отдыха с различными малыми архитектурными формами. На крыше 4-этажного здания организована лаунж-зона, откуда можно любоваться закатами, красотами окружающих гор Чурмаран или заняться медитацией. Также проектом заранее продумано, где жителям будет удобно гулять, отдыхать, играть, бегать, расслабляться, либо же общаться с соседями. Уникальный архитектурный код – это основной посыл нашего проекта и место силы наших будущих жильцов. И для тех, кто хочет жить в таком уютном и современном жилом комплексе, мы устраиваем предновогодний день открытых дверей в нашем офисе. Пространство жилого комплекса запроектировано так, чтобы собственники жилья могли, не выезжая с территории, окунуться в атмосферу комфорта и спокойствия. Предновогодний день открытых дверей состоится 9 декабря по адресу Аюнского, 16/1. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Предновогодняя выставка Якутии «Бизнес-Экспо-2023» начала свою работу. Эта выставка ежегодно проводится с 2010 года и собирает на одной площадке предпринимателей не только из Якутска, но и районов республики. Какие изменения появились в этом году и какая продукция представлена, расскажет моя коллега Даяна Федорова. В этом году выставка впервые пройдет на протяжении 4 дней. 72 участника представляют фермерскую продукцию, эксклюзивные ювелирные изделия, одежду в национальном стиле и многое другое. Сувениры из бивня мамонта представил Александр Илларионов. Продукция обширная, начиная от магнитов с символикой года, заканчивая массивными композициями и керамическими изделиями. Участвует на выставке он впервые. Кажется, очень такое прикольное мероприятие. Здесь будет помимо того, что какие-то мастер-классы будут проводиться от мастеров наших, да, здесь также еще и будут бизнес-направления, рассказываться именно как поддержка наших предпринимателей якутских, в чем будут, как, что, где, как, какие, кто первый там открыл бизнес, как двигаться, тут все будет объяснять, показывать. Очень такое нужное мероприятие. Ну вот посмотрим, первый раз участвуем, мне кажется, будет очень все хорошо, позитивно. В рамках выставки также пройдут кулинарное шоу, модный показ дизайнерских коллекций и бесплатные мастер-классы по маркетингу в социальных сетях, продвижению личного бренда, пошива одежды и ораторскому мастерству на якутском и русском языках. Ежегодно выставка становится для предпринимателей и организаций Якутии площадкой для расширения деловых и торговых связей. Конечно, это очень хорошая площадка для того, чтобы показать возможности бизнеса, но и помочь предпринимателям, начинающим, действующим предпринимателям, а также самозанятым гражданам представить свою продукцию на рынке и получить такую услугу, скажем так, по продвижению своей продукции. Участие на данной выставке для предпринимателей совершенно бесплатно, финансируется все в рамках национального проекта. Данное мероприятие проводится в рамках национального проекта Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По итогам выставки жюри оценит продукцию участников. Победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Выставка будет проходить до 10 декабря с 10 до 6 вечера в торговых рядах «Кружала». Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.
В республике вовсю идет подготовка к одному из самых ожидаемых, масштабных и зрелищных мероприятий – Международным играм «Дети Азии». Многие сборные команды формируются или уже сформировались. Так, например, сборная по боксу накануне начала свою подготовку к играм. На базе училища Олимпийского резерва юные спортсмены отрабатывают технико-тактическое мастерство, тренируют выносливость и оттачивают свои удары. На данный момент сборная боксеров республики сформирована не до конца. В январе и марте пройдут отборочные этапы в соревнованиях по первенству республики и Дальневосточного федерального округа соответственно. По итогам отборочных будут выбраны 17 лучших спортсменов, которые сформируют 2 сборные команды республики. У нас сейчас, так скажем, первый этап. Мы сейчас собрались буквально 2 дня назад. Приехали ребята со всей республики. У нас тут и с Нерюнгри есть, и с Мирного, и с Оленька. Ну, только-только начали, сейчас готовимся. У нас с 18 по 24 декабря придут всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Артура Иннокентьевича Пахомова. В медиацентре Якутска состоялась пресс-конференция бойцов основного карда и главного боя вечера профессионального бокса «Вызов Севера», который пройдет 9 декабря в спорткомплексе «Триумф». Напомню, в главном бою вечера профессионального бокса состоится 8-раундовый поединок непобедимого якутского боксера Петра Васильева против чемпиона Африки Натаниэля Кокололо. В программе вечера заявлено всего 8 бескомпромиссных поединков, а также дебют на профессиональном ринге молодых и опытных воспитанников якутской школы бокса. It is for the first time I see corridor like that. Я в первый раз почувствовал такой леденящий холод. Было очень и очень холодно, но этот холод не остановит нас от победы. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.